Привет, это штаб Навального в Ижевске из самоизоляции. Меня зовут Иван Елисеев, я новый координатор штаба. 2020 год был объявлен в Удмуртии годом предпринимательства. Руководство республики сказало много громких слов о важности малого и среднего бизнеса. Но пандемия коронавируса показала настоящее отношение власти к предпринимателям. Они для нее точно не приоритет. Очень важно поддержать бизнес. После объявления недели путинских каникул руководство республики быстро выкатило первый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Но реальной помощи никто не ощутил. Предпринимателей-то не обманешь, они же все на своих кошельках чувствуют. Бизнесу Удмуртии не оставалось ничего, кроме как пытаться спасать себя самостоятельно. Инициативная группа запустила сбор подписей за обращение, которое поддержал наш штаб. Под ним подписалось более 500 предпринимателей из Ижевска, Кизнера и Воткинска. А в Сарапуле бизнесмены решили узнать о том, как им быть, напрямую, и пришли за ответами к администрации города. Но вместо поддержки они получили предостережение за нарушение режима самоизоляции. Продукты на что покупать? Вы к нам вопросы задаете. Вы пришли, вот кому задавать? Администрации можете задать эти вопросы в электронном обращении. Задавали администрации. В электронном виде ответов нет. У вас организатор? У нас нету, у нас не митинг, мы не криминал, мы занимаемся бизнесом, честно зарабатываем деньги, платим налоги, на которые в том числе вам зарплата начисляется. Второй пакет бричаловской поддержки также не решил проблем большинства удмуртских предпринимателей. Что же не так с этими мерами? Очень важно поддержать бизнес. Итак, Давайте разбираться. Что сейчас нужно бизнесу? Две вещи. Первое – освобождение от налогов или части налогов. Предпринимателям просто нечем их платить. Вторая – компенсация от государства за простой бизнеса. Так это работает во всем мире. И в пакетах Бричалова такие меры есть, только вот применяются они очень выборочно. Освобождение от налога на имущество организаций получили только компании сферы физкультуры и спорта. Но это естественно, Бричалов-то у нас спортсмен. Снижением налогов порадовали только отдельные категории налогоплательщиков. Непонятно, по какому принципу их выбирали и почему остальные предприниматели должны платить налоги во время вынужденного простоя. Компенсацию от государства получили только экспортеры, чей товар простаивает на границе. А вот парикмахерские, например, ничего не экспортируют и спортом не занимаются, и поэтому ничего не получают. И вот уже первый зам Бричалова Свинин жалуется, что парикмахеры ему почему-то угрожают. Классно, что хоть кому-то реально помогли, потому что остальные предприниматели республики вместо освобождения от ряда налогов получили отсрочку, а вместо компенсаций – кредиты и займы. Чувствуете разницу? То есть простаивающим бизнесом говорят: окей, мы вам сейчас поможем, мы же государство, но потом вы должны вернуть все до копейки. Как вы их вернете, если ваш бизнес не работает? Да нам просто плевать. Предприниматели Удмуртии и их сотрудники реально брошены на произвол судьбы. Вы скажете, республика у нас не богатая, всем помочь невозможно. Нет, возможно. Давайте посмотрим на другие регионы. Вот, например, в Перми власти все же нашли возможность отменить один из налогов. ИПшники Прикамья могут не платить налог на имущество, если их организация располагается в небольших помещениях. Это небольшая, но реальная помощь, потому что ощутит ее большинство предпринимателей Пермского края. Или вот мэр Саянска Олег Боровский. Он разрешил общепиту и компаниям сферы услуг работать при условии жесткого соблюдения определенных правил. Эти правила продолжат сдерживать проникновение вируса в город, а бизнес будет жить. Это ответственное решение человека, который реально заботится о жителях и бизнесе. Провластные СМИ решительного мэра заклеймили, а прокуратура заявила о превышении полномочий, дескать, мэр подвергает людей опасности. А не это ли делает Бричалов, который никак не помог малому бизнесу, зато просто взял и возобновил работу заводов? какие же предприятия из каких сфер экономики с 6 апреля смогут работать? Итак, непрерывные производства и все исполнители гособоронзаказа. На заводах работают десятки тысяч людей по всей республике. Это возмущает предпринимателей. Почему им можно, а нашим сотрудникам нельзя? На заводчан что, вирус не распространяется? Логика властей, что на больших производствах легче организовать меры предосторожности, совсем не убеждает. Правила могут жестко соблюдаться внутри цехов, но рабочие тысячами передвигаются по городу и пользуются общественным транспортом. А вот, например, сотрудников автозавода по привычке высадили у Южной проходной, что привело к массовому скоплению людей. Ошибку, как утверждается, быстро исправили и перенаправили рабочих к центральной проходной. Но цена таких ошибок в условиях отсутствия массового тестирования на коронавирус
очень высока. Хочу вас предупредить, чтобы у нас были честные отношения. Если завтра в салоне красоты или у крупного завода будут нарушения санитарных норм и правил, мы вас закроем. Об опасности работы заводов говорит и мировой опыт. Их позднее закрытие стало одной из причин взрывной пандемии на севере Италии несколько недель назад. Мы видим, власть не в состоянии адекватно помогать экономике во время пандемии. Меры, которые они предлагают, не приносят реальной пользы бизнесу и подвергают жителей опасности. И раз государство не помогает нам, мы должны помогать друг другу. Мы запускаем проект поддержки удмуртских предпринимателей, мы должны выжить. Если ваш бизнес терпит убытки и находится на грани закрытия, а властям на это наплевать, присылайте нам видео с рассказом о том, как по вам ударил месяц путинских выходных, чего вы требуете от властей и как жители Удмуртии могут помочь вам пережить это тяжелое время без нарушения самоизоляции. Мы опубликуем видео в наших социальных сетях, в подборке на нашем YouTube-канале, разошлем в СМИ и другие городские сообщества. Так ваше обращение сможет увидеть наибольшее количество людей. Также мы предлагаем юридическую помощь и помощь сообщества. Все подробности по ссылке в описании. Распространите это видео и обязательно отправьте его знакомым предпринимателям или сотрудникам малых и средних компаний. Мы должны объединяться, помогать друг другу и требовать помощи от государства, потому что мы должны выжить. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.